Вёска Вялікія Ляжні Шумілінскага району. 5 гадоў таму мясцовы калгас уладкаваўся на працу Владзімір Старавойтаў. Разам з жонкою-інвалідам яны пасяліліся ў гэтым службовым доме. Во, которую яму закрываем, пленку взял, белой-то у меня пленки-то нема, чтобы, ну, это, как сказать, забить. Пришлось вот такую пленку, а вот тут тоже стекол нема, приходится, как вам сказать, вот я, что собираю вот эти все, видите, то я забиваю. Выбітыя шыбы, разбураны ганак, дзіравая страха, нават прыбіральні на выдзеле не было. Ну вот тут мы поставили 2 окна, и тут мы в этих 2 окна мы и живем. Все, больше нигде. И поставили дверь, потому что у нас дверь была гнилая, плохая. Она вот дернешь, она уже валится. Пришлось брать кредит тоже, ставить эти двери себе железные, новые. Ну вот, буду сейчас затапливать, а у меня, видите, все валится, штукатурка, видите, У доме 2 печы. Тапіць Уладзімір наважваецца толькі адну, але і яна патрабуе неадкладнага рамонту. Нормально. Вот сейчас закрываем, идем открывать. Вот самое интересное, что сейчас будет у нас. Вот, видите? Вот. Открываешь и ждешь, чтобы дым этот вышел. На гарышчы таксама ўсё запаўняецца дымам. Праўда, тут ён не затрымліваецца, выходзіць праз дзіравую страху. Во, видите, как? И тем более, откуда дым? Он идет тяга, вот сюда, где щель, нема конька. Нядаўна спадар Уладзімір усё ж такі дагрукаўся да кіраўніцтва. Дома гледзелі пажарныя і пад пагрозою штрафу выставілі тэрміны для выпраўлення ўсіх хібаў. И дали до 1.04.2019 года все подделать. Вот. А где у меня такие деньги? Чтобы сделать плиту, допустим, отремонтировать. У меня денег нету, чтобы это все сделать. Мужчына працуе ў калгасе жывёлаводам. Як высветлілася, вясковец ужо даўно не атрымлівае жывых грошай. У залік заробку на прадпрыемстве яму выдаюць прадукты. Зарплата 4,04, получить на руки 0. Во-первых, высчитывают за продукты. Адразу вылічваюць і некаторыя камунальныя плацяжы. А как можно платить за свет, за все? За что платить, если денег нет? Окна гнилые, двери тут совсем без ручки, без всего. Я взял этот кредит. Мне надо заплатить 38 миллионов этот кредит. Вот так. Кіраўніцтва калгасу о праблемах Уладзіміра ведае і нават не супраць дапамагчы у межах дамовы. Ну, понимаете, у нас договор заключаясь с квартиросъемщиком. Все внутренние работы сам должен делать, понимаете? Все красить, клеить, ремонтировать. У нас хозяйство никому не делает ремонт. Але нашага героя такая дапамога не задавальняе. А за який черт я буду делать этот ремонт, если этот дом мне дали в таком состоянии? Если меня могут уволить с этого хаты, куда я пойду потом? Ну, а я буду за это делать ремонт. Ну, если все его текет и все надо делать. Паводле закону, службовае жытло павінна адпавядаць усім санітарным, гігіенічным ды тэхнічным нормам. Гэта прапісваецца ў тыповай дамове. Але конечно, если вы получаете жилье, в котором плесень на стенах, в котором не работает канализация, не работает водопровод, то потом вам все это, если вы подписали договор, что все это как бы исправно и все хорошо, все эти обязанности потом возложат на вас по ремонту, потому что по договору вы обязаны содержать, уже на вас возлагаются эти обязанности. Поэтому прежде чем подписывать эти договора, конечно, посмотрите, что вы получаете, устраивает ли вас это состояние. З'язджаць з Вялікіх Ляжнёў Уладзімір не хоча. Разнаёміўся, завёў гаспадарку. Во коза, а во козочка. Увесну планую набыць і паставіць цяпліцу, але калі кіраўніцтва не дапаможа, то давядзецца шукаць іншае месца з людскімі умовамі жыцця.